все меры и постараемся оправдать то высокое доверие, которое сегодня вылилось именно в эту награду указом президента Российской Федерации. Заслуженный сотрудник следственных органов России. Такого высокого звания удостоен Ибрагим Магушков. Хорошо, удобно. Сейчас пока отдыхаем, собираемся для тренировочных восхождений. Погода благоприятная, стена роскошная. Все условия для восхождения обеспечены. Ингушетия в преддверии чемпионата России по альпинизму. Ребенок 36 недель родился, срок гестации. Он находился у нас в палате интенсивной терапии 2 суток. А кто это у нас там родился? Наш корреспондент Зарима Ивлоева посетила Центр материнства и детства и готова предоставить информацию. Дудай Дьевич Энгиноев, кавалер Ордена Славы всех 3 степеней. Человек беспредельного мужества, самоотверженности, находчивости, отваги и жертвенности ради других. Память героя сурова, память славы жива. Ученики школы Псидаха приняли участие в межрегиональной видеоконференции. Данная боевая башня была построена мастером по имени Чула, который интерпретируется как Алан из Джулата. Изучение архитектурных древностей методом естественно-научных дисциплин. Комплексный научный проект «Действие». Это новости 24. Здравствуйте. Юнусбек Евкуров поздравил руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии Ибрагима Магушкова с присвоением ему почетного звания «Заслуженный сотрудник следственных органов России». Руководитель региона назвал это событие знаковым, поскольку Магушков на сегодняшний день является единственным представителем следственных органов на Кавказе, удостоенным столь высокого звания. Глава отметил тесное взаимодействие регионального управления СК с органами власти, правоохранительной системой и судебной. По его словам, благодаря грамотному подходу в работе управление находится на ведущих позициях среди других регионов страны. Ибрагим Магушков, в свою очередь, поблагодарил главу региона за поздравления и высокую оценку его деятельности. На юге России, на Кавказе, первый человек, который получил эту награду. Это высокая оценка руководства Следственного управления Комитета Российской Федерации и лично Александра Ивановича Бастякина. Ну и, конечно, это огромный труд вашего всего коллектива и признание этого труда. Я как глава республики могу сказать, что за все эти годы ваша принципиальность в работе, тесное взаимодействие, в том числе с органами правопорядка, судебной системой, с властью в целом, и грамотный подход дают сегодня хорошие показатели по стране. Управление по республике находится на ведущих позициях по некоторым направлениям и в первых строчках, и в десятке регионов страны. Поэтому эта награда, она заслуженная, она заработанная. Поэтому вам и всему коллективу управления большое спасибо. Действительно, это награда, оценка не только нашего управления, не моя личная, это оценка всей деятельности правоохранительного блока нашей республики. И со своей стороны, конечно, примем все меры и постараемся оправдать то высокое доверие, которое сегодня вылилось именно в эту награду указом президента Российской Федерации. Далее постараемся выполнить все задачи, которые перед нами стоят. Ингушетия готова к проведению республиканского чемпионата рабочих профессий, который пройдет с 24 по 26 января. Об этом сегодня главе Ингушетии доложил министр образования и науки региона Юсуп Кастоев. По его словам, в чемпионате примут участие 6 колледжей по 10 компетенциям. Электромонтаж, сварочные технологии, сетевое и системное администрирование, спасательные работы, кирпичная кладка, технология моды, веб-разработка, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, преподавание в младших классах и ветеринария. Глава региона поручил министру обратить особое внимание на обеспечение мер безопасности на конкурсных площадках.
а также на соблюдение технологий при монтаже оборудования. По словам министра, в рамках чемпионата также будет проведен круглый стол на тему «Пути взаимодействия в деловом партнерстве с образовательно-профессиональной средой». В нем примут участие студенты организации среднего профессионального образования Ингушетии, более 70 региональных экспертов, 100 волонтеров, представители исполнительных органов государственной власти и бизнес-сообщества. В республику уже прибыли международные эксперты. Завтра прибывает международный арбитр. И в этом году впервые мы чемпионат проводим в полном соответствии с требованиями международных стандартов. К проведению чемпионата мы полностью готовы. Каких-либо проблем нет. Хорошо, а вот это оборудование все закупили? Так точно. Во все колледжи поступило оборудование, соответствующее международным стандартам. Чтобы мы выходили уже там и на чемпионат России, там окружной тоже будет, я думаю. Да, окружной и чемпионат на России. чемпионат России там выходили, ну и так далее. Да. С учетом этого оборудования, подготовьте мое предложение, чемпионат СКФО провести у нас. По возможности. Почему? Потому что я так думаю, что самая лучшая площадка. Ну и еще одни соревнования, только уже всероссийского масштаба, пройдут в Ингушетии. В Джирахском районе у подножия горы Гайком 25 января стартует чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Среди спортсменов заявлены и действующие мастера, и кандидаты в мастера спорта по альпинизму. Команды будут состоять из 2-3 человек. Первоначально все участники должны будут пройти квалификацию в школе. Ну а по итогам определят очередность выбора первого маршрута. Все подготовительные вопросы решены. Репортаж Тамерлана Хамкоева. Ингушетия готовится второй раз принять чемпионат России по альпинизму в техническом классе, который проходит у подножия горы Цейлом. А спустившись вниз, наша съемочная группа встретила еще одну команду из Красноярска. Этот суровый край воспитывает немало профессиональных альпинистов, поэтому представлять его на чемпионате приехали аж 3 команды. И пока одни готовятся совершить тренировочное восхождение, другие просто наслаждаются горными пейзажами. Ожидания от чемпионата самые позитивные. Вчера вечером приехали на место. Были здесь в прошлом году, все знакомое, все как и раньше, также хорошо, удобно. Сейчас пока отдыхаем, собираемся для тренировочных восхождений. Погода, мы приехали, можно сказать, на курорт, потому что у нас сейчас сегодня в городе минус 45, вот, а здесь солнышко светит, прекрасная погода пока что. Вот, ну, прекрасная стена, прям завораживает и будоражит. А вот и наша знакомая по чемпионату в скальном классе. Марина Попова уже была в Ингушетии в прошлом году. Теперь планирует попробовать свои силы в более суровых погодных условиях. Альп-связка из 3 человек, в числе которых и Марина, готова к старту на все 100%. Сейчас пока погода просто прекрасная. По сравнению с нашей, там, домашней. Вообще, в Таиланд приехали. Ну, прогноз не очень хороший, конечно, в ближайшие дни. Надеемся, что все будет хорошо. Тем более, что дома мы тренировались в основном по заснеженным скалам. То есть ничего нового не будет для нас. Я впервые вижу эту стену, она очень сильно впечатляет, и маршруты очень интересные. Я думаю, будем выбирать то, что нам по силам. Я думаю, тут любые маршруты нам по силам. Мы рассчитываем в 3 попасть, в общем, на чемпионате. А там как сложится, уже и погода может повлиять очень сильно. И как бы расклад между командами может сильно повлиять. Место расположения альплагеря выбрано просто идеально. В отличие от других регионов, здесь тратить много сил на подъезд к подножию горы не нужно. Сейчас все подготовительные вопросы решены. Установлены палатки для участников и судей, готов пищеблок, в котором альпинисты смогут отведать блюда, в том числе и ингушской кухни. Учитывая опыт в организации соревнований всероссийского масштаба, все должно пройти на высшем уровне. Примерно от 16 до 18 команд мы планируем, где-то участников от 80 до 100 человек. А в этом году впервые будет участвовать и команда нашей республики, это очень приятно. И в дальнейшем весь лагерь, она по поручению главы будет стоять у нас до мая месяца, она будет здесь стоять, присутствовать. И у нас есть договоренность с Федерацией альпинистов России, что еженедельно сюда будет приезжать альпинисты, штурмовать наши горы, будут подниматься. Пока одни пытаются разглядеть команды, что уже на стене, Назир Чиниев берется за бинокль. Несмотря на свой юный возраст, он уже увлекается альпинизмом и совершает свои мини-восхождения по снегу.
Команду из Красноярска тренирует опытнейший альпинист Валерий Болезин. По его словам, в призерах команда просто обязана быть даже при худшем раскладе. 17 маршрутов, 5 первопроходов. Эти цифры команду из Красноярска только мотивируют. Погода сейчас пока хорошая. Какая будет на чемпионате, неизвестно. Прогноз дела, в общем-то, неблагодарно, он может и не совпасть. Вот. Но если такая погода будет, то, в общем-то, это замечательная погода пока. По ним информация, уже есть какие-то данные о скорости прохождения, рейтинг у них более точный уже. До старта чемпионата всего несколько дней, и чем плодотворнее это время израсходуют альпинисты, тем лучший результат они смогут показать на стене. Тамерлан Хамхоев, Гапур Чиркиев, Новости 24. 65-е заседание Совета Народного собрания прошло сегодня в Магасе. Парламентарии обсудили вопросы, которые планируется включить в повестку дня следующего заседания. Изменения, согласно плану, будут внесены в проекты сразу нескольких законов: регулирование жилищных отношений в республике, охрана семьи, материнства, детства и отцовства и градостроительная деятельность. Нововведения коснутся и закона о государственной гражданской службе, согласно которому парламентарии уточнят квалификационные требования, предъявляемые к этой должности. При замещении должности, при установлении классного чина у нас до сих пор были некоторые проблемы, сложности, связанные с отношением. То есть, если человек замещал в другом субъекте должность государственной гражданской службы и перевелся на должность государственной гражданской службы Республики Ингушетия, то установить классный чин, установить соотношение того классного чина, который был ему присвоен в другом субъекте, было достаточно сложно. Также в рамках заседания парламентарии обсудили и работу газеты «Сердало». Народные избранники сошлись во мнении, что в век высоких технологий это печатное издание начало терять свою актуальность. А поскольку для республики это не просто средство массовой информации, но и общенациональный символ, наша задача поддержать редакцию издания, отметили депутаты. В периоды, когда народу было тяжело, когда нам было плохо, когда у нас были проблемы, мы опирались на эту газету. Она была нашим помощником, нашей надеждой. Вокруг этой газеты сплачивались лучшие силы нашего народа, интеллигенции, те, кто переживал за народ. Давайте сегодня проявим сознательность, и рядовые жители, и интеллигенция, и чиновники. Подпишемся, но это же сущие копейки. В Центре материнства и детства за прошлый год мальчиков родилось в 10 раз больше, чем девочек. Впервые, кстати, за много лет пацаны по количеству вырвались вперед. Да еще как. Ингушетия, к слову, входит в первую десятку российских регионов по уровню рождаемости. Больше всех новорожденных зарегистрировано по Назрани и Назрановскому району. Наш корреспондент Зарима Ивлоева умилилась. Свои первые дни жизни малыши встречают в Республиканском центре охраны матери и ребенка. Здесь дети постоянно находятся рядом с матерями, даже если родились с помощью оперативного вмешательства, но чувствуют себя достаточно хорошо. Очень важно, чтобы с первых секунд жизни ребенок чувствовал себя защищенным. В медучреждении созданы все условия для мам и маленьких пациентов. 2 родильных отделения, отделение патологии беременности и собственная реанимация. Ежедневно здесь могут принимать до 25 родов. К примеру, за предыдущие сутки здесь родилось 8 малышей. Врачи отмечают, что очень важна своевременная госпитализация беременных. Бывает ситуация, когда нет возможности пойти, потому что и детей не могут устроить или что-нибудь еще. У нас есть возможность оказания помощи по типу дневного стационара. Значит, они к нам приходят, мы заводим историю, они у нас лечатся, находятся, по мере необходимости мы отпускаем их домой. Это довольно уникальная возможность, которую нам позволили, и, конечно, женщины должны этим воспользоваться. Часто дети рождаются раньше срока или же с патологией. Таких малышей переводят в палату интенсивной терапии. Впрочем, в центре для детей есть все необходимое. Термокровати с подогревом, кювезы также оснащены всем необходимым, чтобы новорожденные чувствовали себя максимально комфортно. Ребенок 36 недель родился, срок гестации. Он находился у нас в палате интенсивной терапии 2 суток. Сейчас он находится с матерью, и состояние его позволяет находиться с матерью. Он кормится и грудным молоком, и смесью. Мы смотрим за весом ребенка. Сейчас он начал набирать
состояние улучшилось. В центре идет поэтапное обновление оборудования. К примеру, 1,5 месяца назад закупили современные и удобные кресла для роженец. По итогам 2017 года в республиканском центре родилось 1635 мальчиков и 1500 девочек. В коллективе как молодые врачи, так и специалисты с внушительным стажем. Акушер-гинеколог Мариэта Шадыжева в профессии почти 50 лет. Сегодня занимает должность заместителя главврача. Хлопоты с бумажной волокитой она успевает совмещать с операциями и консультацией роженец. Беременная женщина, вы знаете, это человек, имеющий свои специфические особенности, психологические особенности и остальные. Поэтому, если имеется беременная в семье, большая просьба ко всем, чтобы они более бережно и более понимающе относились к ней. Те капризы, которые бывают у некоторых, эти капризы, конечно, надо ими пренебречь и постараться войти в ее положение. Сами молодые мамы отмечают, что помимо профессионализма и нового оборудования очень важен и подход самих врачей. Доброе слово и поддержка в такие моменты играют значительную роль. Без внимания вот это. До последнего, Аллах тажмху. Несколько лет подряд Ингушетия занимала лидирующие позиции как по рождаемости детей, так и по младенческой смертности. Цель республиканского Минздрава была снизить смертность, которая сегодня заметно идет на спад. А совсем недавно в Центре охраны материнства и детства после ремонта открылась уютная выписная комната, где родные впервые встречаются с новым членом семьи. Зарима Ивлоева, Марина Катиева, Мадина Пугоева. Новости 24. 11 городов России приняли участие в межрегиональной видеоконференции «Память героя Сурова. Память славы жива». Она посвящена 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ингушетию представили ученики 25-й школы Псидаха. Именно здесь открыли памятник односельчанину, кавалеру ордена славы всех 3 степеней. Лейла Гайсанова расскажет о телемосте дружбы и почтения тем, кто в свое время так яро и не жалея себя выхватил отчизну из лап агрессоров. Открывает межрегиональную видеоконференцию под звуки гимнов страны и региона. Юноармейцы выносят государственные флаги России и Ингушетии. В ней принимает участие 11 субъектов, которые представляют города-герои. Каждый регион рассказывает о своих героях, которые принимали участие в Великой Отечественной. Его по праву называли лучшим разведчиком дивизии. Об этом мы можем судить, читая ходатайство командира 165-й отдельной разведроты Селезнева о представлении Энгиноева к ордену славы 3-й степени. Амина Энгиноева с гордостью рассказывает о своем прапрадеде, жителе Ингушетии Дуде Энгиноеве, который на фронте с первых дней войны проявил свои лучшие качества, смелость, способность оценивать обстановку в различных ситуациях и, конечно, преданность своей родине. Он единственный среди ингушей и чеченцев полный кавалер ордена славы. Я горжусь, что у меня такой прапрадедушка. Мой папа часто рассказывал, каким он был мужественным человеком. Дудай Эдиевич Энгиноев – кавалер ордена славы всех 3 степеней. Человек беспредельного мужества, самоотверженности, находчивости, отваги и жертвенности ради других. А вот Радима Бекбузарова отмечает роль хрупких женщин на войне, которые также смело смотрели в глаза опасности и наравне с мужчинами отдавали свои жизни ради победы. К таким относились и сестры Тутаевы, которым и посвящен доклад Радимы. В данном докладе говорится о сестрах Асият и Нина Тутаевы, об их подвигах и о том, как они были жестоко повешены фашистами. Почему я выбрала эту тему? Наверное, мне хотелось показать, что женщины очень большой вклад внесли в Великую Отечественную войну. Судьба еще одного героя Ахмеда Албакова, кадрового офицера, была довольно сложной. В бой ему пришлось вступить в первый же день войны. В сражениях неоднократно проявлял чудеса храбрости, стойкости и выдержки. За несколько дней он уничтожил 7 огневых точек врага, подбил 5 автомашин и 3 бронетранспортера. Тем самым нанес большой урон противнику. После того, как был отозван с фронта, как и многие другие ингуши, Ахмед бежал из-под охраны и вернулся к товарищам, но уже под фамилией Албакин. Его доблесть была отмечена многочисленными наградами. Я решила написать исследовательскую работу о Албакове Ахмедин из Наурыча, так как он был мужественным и не жалея себя, не жалея своих сил, он с достоинством сражался и защищал Ленинград. И я считаю, что он достоин того, чтобы сегодня о нем с гордостью говорили.
Телемост «Память героя Сурова. Память славы жива» посвящен 74-й годовщине полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня вспоминает те дни и тех солдат, которые отстояли нашу родину, чтобы молодое поколение помнило, что пришлось им пережить. Мы же понимаем, с каким трудом, с каким рвением все это было в те времена, как все это делалось. Задача нашего поколения – сохранить память о подвигах наших дедов, считают собравшиеся, которые достойно и с честью прошли весь воинский путь. Много погибло в этой войне, и заслуги и подвиги многих героев, они еще подлежат еще огласке. И вот российское военно-историческое отделение общества и региональное отделение, которое я возглавляю, вот наша работа направлена на это. И на этот год нами разработана дорожная карта, и в течение года мы будем проводить вот такого характера, такого масштаба мероприятия. Выбор школы проведения мероприятий не случайно пал на 25-ю Псидахскую. Здесь открыт памятник односельчанину, кавалеру ордена славы всех 3 степеней Дуде Энгиноеву. К монументу собравшиеся возложили цветы и почтили память минутой молчания. Лейла Гайсанова, Рамзан Миржоев, Аслан Героев. Новости 24. В Совете безопасности республики провели беседу с жителем Карабулака Али Измайловым. Неподобающие высказывания молодого человека об ингушских девушках в интернете вызвали волну негодования как у самих пользователей социальных сетей, так и у старшего поколения. Пытаясь сделать якобы благое наставление, Али Измайлов обвинил студента госуниверситета в употреблении наркотических средств, не имея на то никаких оснований. Сотрудники Совета безопасности провели с молодым человеком профилактическую беседу и напомнили об уголовной ответственности, которая грозит за слова, порочащие честь и достоинство других. يروينا قلقة قمدة استيبار قمنا للمنتجات قمنا سيد ودي بين سيد وتحبين أخر سيد والدات أخر سي صور ضد سيد والدات بيشينين أي في الديس خا ويتصرف وديس والد دا حديث ودا حديث الموقع مالدا حلو مالدا يبدأ وأوق مالش وأوق ساعة وأوق مالش يردات مالش حد يهمل جميع يواجرش Мала ясмали, мала нишня отдохнул, что цедя юрмар жагиш, цинкурт чуквотиш. Цинкурт эбе бождо хосам аги. Дал гирик хай ягш бес. Самиш сега улух ти хос. Калвисар саги уавулац. Наха док кардж наха варсу варж димана. Цидваждо хамаш хайкама миязила. Хакам сухули. У дуня жмел дождо хаб бусу бухал гуха. Ваху гуха роцку ход беха шидох. Но хакам сухули. Я галгам хугватсим. Интернет бросерс, сешт харч канал жезде хитос, ама объяснитет, контр душу харчес де хамдерс хитос, ама. С теплом и заботой. Уже 15 лет Республиканский центр социального обслуживания пожилых людей не оставляет без внимания своих подопечных. О деятельности центра и планах на будущее в сюжете Ирины Цичуевой. За 15 лет плодотворной работы Центр накопил богатый опыт помощи инвалидам, пенсионерам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вот так в одном зале сотрудники Центра социального обслуживания собираются редко. Они не привыкли надолго оставлять без внимания своих подопечных. Такая работа уже на протяжении 15 лет. Поздравить их с профессиональным праздником приехали почетные гости. Заместитель председателя правительства республики Хусен Зурабов, обращаясь к собравшимся в зале, отметил, что социальным работником может стать лишь человек, которым движет желание помогать. Конкретно каждый из вас лежит большая ответственность. Это оказание помощи и содействия в социальных услугах тем людям, гражданам пожилого возраста, инвалидов, которые в силу тех или иных обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации. К сожалению, никто от этого не застрахован. И в этом случае ваша помощь является той соломинкой, которая помогает человеку чувствовать, что он находится в обществе. Ну что я хотел пожелать? Терпения, успехов в жизни, счастья,
Самое главное здоровье и еще раз терпение. Да, наша помощь. Забота о пожилых и милосердие всегда были и останутся чертами национального характера ингушей. В честь празднования 15-й годовщины со дня основания центра лучших сотрудников наградили дипломами. Среди награжденных Зибейда Динеева. В этой профессии она трудится 15 лет. Признается, первое время было трудно, но именно у старших, которых она посещает, многому научилась. Социальные работники в основном обслуживают пенсионеров на дому, оказывают своим подопечным бытовую и социальную помощь. С постоянным наблюдением социальных работников в различных населенных пунктах находится более 400 одиноких пенсионеров, которым оказывают различную помощь. В основном это медицинские услуги, к примеру, измерить давление, сходить в аптеку, купить продукты и приготовить поесть. Также при центре работает один психолог, он оказывает консультацию психологическую, и юрист, который также по правовым вопросам консультирует наших получателей социальных услуг. В основном это социальные работники, их в штате у нас 91 человек. Они расположены у нас отделения и в городах, и в районах республики. Помимо прочего, на базе центра работает отделение срочной социальной помощи. Ее функции немного другие. Срочно выехать мобильная бригаде при отделении. Срочно выехать обратиться звали пенсионный фонд или юридический, психологический помощь в Тунезии. По жилищно-бытовым условиям вопрос решить специалист, психолог, юрист. Праздник для социальных работников продолжается. Специально для них подготовили развлекательную программу. Ну а завтра опять начнутся трудовые будни, ведь их ждут подопечные. Лина Сычуева, Мухаммед Миржоев, Новости 24. В НИИ имени Чаха Ахриева прошел семинар, посвященный результатам радиоуглеродного исследования памятников архитектуры Горной Ингушетии. Работы велись на территории более 10 башенных комплексов, святилищ и склепов. Благодаря этим исследованиям удалось установить точный хронологический диапазон этих строений. Приняли участие в семинаре историки и научные деятели. Проведение радиоуглеродных исследований в нашем регионе очень актуально, ведь разброс датировок некоторых памятников составляет более 400 лет. Исследование помогло выявить точную датировку и узнать, когда возводилось каждое сооружение. Работа непростая и требует больших вложений, отмечает Умалат Гадиев. Однако ее итогом может стать очередное научное открытие. В нашем проекте принимает участие как наши региональные научные центры, так и Институт географии Российской академии наук в лице лаборатории дендрохронологии. Изучение архитектурных древностей методом естественно-научных дисциплин – это комплексный научный проект. Радиоуглеродное исследование – одно из его направлений. Суть его в том, что образцы получают из предварительно отобранных кернов с деревянных элементов башен. А уже в лаборатории Института географии РАН из древесины выделяли целлюлозу, благодаря чему были получены радиоуглеродные датировки. Одним из объектов исследования стала башня Цуровых в сельском поселении Джейрах. По преданию, которое записано было археологом Джабелом Чакиевым, данная боевая башня была построена мастером по имени Чула, который интерпретируется как Алан из Джулата. Исследование велось и на территории башенного комплекса Хамхи. Здесь радиоуглеродному анализу подверглись полубоевая башня и наземный двускатный склеп. Удалось выяснить, что склеп датируется 1570-1638 годами, а башня 1649-1681. Мнения исследователей в этой области расходятся, что подтвердил анализ. Наши радиоуглеродные анализы показали, что башня, скорее всего, построена в период 1641 по 1668 год. Мы брали образец с 3-го этажа. Святилище Тушоли также вызывало немало споров относительно своей датировки. Исследования проводились на окраине башенного селения Ког, где оно и расположено. Определили и датировку святилища. Это 1437-1482 годы. Нами получены очень интересные результаты.
которые частью вписываются в существующие хронологии относительно возраста построек. Но есть и ряд таких вот датировок, которые очень интересны и могут пролить свет на достаточно важные вопросы хронологии и эволюции развития, например, культовых построек в горной части Ингушетии. Важно определить точный возраст этих объектов, применяя при этом методику междисциплинарного синтеза. Вот. И важность в чем? Важность в том, что, во-первых, мы определяем возраст этих объектов, а это важно для формирования учетной документации памятников, при разработке паспортных документов на объекты культурного наследия. Однако ингушские исследователи на этом не собираются останавливаться. Благодаря еще одной методике, которую они разработали и уже успешно применяют, можно установить возраст памятников еще и с помощью раствора. Таким образом, вопрос об актуальности продолжения научно-исследовательских работ в регионе уже даже не требует ответа. Тамерлан Хамхоев, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня, 23 января, отмечают не совсем обычный праздник – День почерка, или, как его еще называют, День ручного письма. Учредили его в 1977-м с целью не дать погибнуть искусству каллиграфии. Не секрет, что по почерку графологи определяют черты характера человека. Исследования применяются в космической медицине, в криминалистике. С появлением гаджетов владение условным пером отходит на второй план. А ведь все начинается со школьной скамьи. Затем пальчики свихнем, сядем и писать начнем. Именно в первые школьные годы ребят учат правильно и красиво писать. Сначала дети выводят в прописях буквы, а потом слова, а затем и целые предложения. И тут важно научиться не просто писать, а делать это с учетом некоторых важных правил. Чтобы тетрадь лежала наискосок, и чтобы буквы выводили правильно и красиво. И чтобы ручку мы держали вот так. Не случайно учителя заставляют детей писать разборчиво, ведь в процессе письма человек не только вырабатывает необходимые навыки, но и приобретает некоторые черты характера. Это дисциплинирует его, организовывает. Человек более контролирует свои действия. Он приучается к порядку. Современные ученые и графологи называют 7 основных характеристик почерка. Это размер букв, их наклон и форма, направление почерка и интенсивность нажима. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера существует прямая связь, потому что именно человеческий мозг водит по бумаге ручкой пишущего. Если буквы в почерке человека как будто устремляются вверх, это означает, что человек скорее оптимист. То есть он тянется, ему хочется лучшего, он верит в это лучшее, и вот таким образом это находит отражение в его почерке. Если буквы как будто прижатые, как будто склоняются к низу, то это означает, что человек склонен скорее к депрессии. Но я должна, в общем, предостеречь. Дело в том, что графологический анализ явления сложное, и каким-то одним признаком ни в коем случае ограничиваться нельзя. В наше время необходимость постоянно писать собственноручно осталась, наверное, лишь в школе. В университете студенты в большинстве своем печатают лекции в электронном формате. Растущая с каждым годом компьютеризация общества, распространение электронной почты и СМС-сообщений постепенно уводит современного человека от необходимости брать ручку. Почерк помогает нам через письменную речь проявить свою индивидуальность. И, знаете, это из области, наверное, некого такого неосязаемого чего-то, да, неочевидного. Но когда мы пишем, мы более выражаем свою неповторимость и вот какие-то свои эмоциональные вещи. Именно поэтому каждый год 23 января в мире отмечается День почерка и День ручного письма. Инициатором этой памятной даты стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, которая пытается таким образом напомнить всем об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем и, конечно, о неповторимости почерка каждого человека. Лейла Гайсанова, Залина Магушкова, Новости 24. Светоотражающие элементы должны прочно войти в обиход школьников. Эти яркие аксессуары способны защитить детей от опасности на дорогах региона. Для предупреждения аварий с участием несовершеннолетних сотрудники госавтоинспекции провели акцию «Засветись, стань заметней на дорогах». В пятой школе Назрани побывала наш корреспондент Ната Ивлоева. Будь бдителен на дороге и внимателен к пешеходам.
Так весело у учащихся начальных классов началось путешествие в страну правил дорожного движения, где в игровой форме им объяснили, как необходимо вести себя на дороге и о том, как важно быть заметными пешеходу, чтобы не сбила машина. Ведь суть такой акции – предотвратить риск аварийных ситуаций. Дети с пониманием отнеслись к этой акции, с удовольствием пообещали нам, что наклеют вот эти светоотражающие ленты. Мы считаем, что благодаря этой акции хоть чуть-чуть, но уменьшится тот детский травматизм, который сегодня у нас происходит на дорогах. На акции «Засветись» дети получили не только полезную информацию, но им также раздали подарочные наклейки и буклеты с правилами дорожного движения. Организаторы мероприятия показали ребятам, как прикреплять светоотражатель, чтобы стать заметными. Наклеил и смотри. Все. Сюда, если на руки, пополам дома разрежут, на курточку сюда одну половину, на курточку сюда вторую. Понял? Отображающие элементы – это необходимый аксессуар как для детей, так и для взрослых. Самое элементарное, что нужно сделать родителям ребенка – это проверить знания правил дорожного движения и наличие фликеров на его одежде. И, конечно, самим быть внимательными. Ночью, когда я буду проходить дорогу, водитель, если я наклею ленточку, водитель увидит, что я хожу, и эта ленточка поможет. В зимнее время вероятность наездов на пешеходов значительно возрастает. Поскольку световой день минимален, да и зимние метели ухудшают видимость на дороге, исследования показали, что при применении таких изделий риск наезда на пешеходов снижается в 5-6 раз. Еще более 30 подобных акций планируется провести по всей республике. Ната Ивлоева, Адам Далак, Новости 24. Ну и в завершение. Австралийские исследователи, находясь в заливе в Восточной Антарктиде, брали пробы воды. Проинспектировав их работу, решил небольшой, но проворный пингвин. Он прогулялся вдоль борта и, тщательно все осмотрев, вернулся в воду. Видео забавного инцидента набрало уже 100 тысяч просмотров на YouTube. Вот как это было. Здесь одни пингвины прежде жили, ревниво охраняя свои снега, ревниво охраняя свои снега. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.